и снова в путь. Промежуточных этапов нет в природе. По дороге к еще одному восточно-казахстанскому чуду, Каратальским пескам, мы мчимся по не менее удивляющей взор полупустыни Саржира. Куда ни посмотри, просторы, которые не были бы так трогательны и милы, если бы не высокие пышные букеты чаевников. На предгорных равнинах восточной части Зайсанской котловины просто заросли чия. Это крупный злак высотой до 2 и более метров. В таких травяных лесах легко скрыться и птице, и зверю. Областной этнографический музей, представляя Восточный Казахстан в год Казахстана в России, поразил москвичей больше всего именно этой неприхотливой флорой степей, которую они привезли вместе с выставкой прикладного и национального искусства. Среди полупустынь, как и сухих степей, иногда встречаются и зеленые колки тополей и ив. На деревьях строят гнезда птиц. Небольшой сокол, пустельга, скрываясь в чаевнике, высматривает в степи грызунов. Вдруг ураган опрокинул гнездо, и птенцы оказались на земле. Но родители даже в этой ситуации продолжают кормить своих малышей. Пустельга – птица смелая. Отважно атакует она появившегося в районе гнезда коршуна. И ее детеныши, как говорится, только вылупились из яйца, а уже показывают свой норов. Хищной, вольной птицы, дерзко оглядывая нас, пришельцев. Мудрые вороны – также жители этих мест. Рядом с ними соседствуют сообразительные удоды, нашедшие себе кров в развалинах старой кошары. И галки-нахалки, и интеллигентные скворцы. Ветер взовьется, и птицы взлетят, и потемнеет на миг, обессилев, воздух, промешанный сотнями крыльев, перетекающий в дальний закат. «Одинокому весь мир пустыня», так однажды о своей жизни сказал великий Чехов. Но разделяя с ним его грусть по прожитому, мы все же уже второй раз, оказавшись в пустыне, не ощущали уныния и одиночества. На каждом шагу нас ожидало открытие за открытием. А разве скучно открывающим новые грани мира? Огибая восточное побережье Зайсана, автотрасса разветвляется. Одна из ветвей поворачивает к северу, к мосту через Черный Иртыш. Другая идет прямо к границе с Китаем. И едва заметная колея, часто теряющаяся среди барханов, приводит вглубь песков. Парадокс, но в этих безводных местах произрастает одно из полезнейших растений – облепиха. Ее плоды, благодаря чрезвычайно высокому содержанию биологически активных веществ и витаминов, целительны. Именно этот призайсанский вид облепихи стал основной для выведения культурных садовых сортов. Целью сохранения реликтовых зарослей солнечной ягоды, попавшей в список редких и исчезающих дикорастущих растений Восточного Казахстана, в 1978 году на территории площадью 1300 гектаров был учрежден ботанический заказник «Каратальские пески». Кроме куртин облепихи, в котловинах и лагах растут белый тополь, осина, береза, жимолость татарская, смородина, чингил и небольшие рощицы сосны, посаженные заботливыми руками лесников. На барханах нам снова посчастливилось увидеть джузгун с разноцветными плодиками и полупрозрачными крылышками, которые раскачивались на ветру, словно фонарики на новогодней елке. Джузгун, как и белый саксаул, не имеет листьев. На их серых или красноватых веточках находятся безлистные зеленые побеги. Неплохо в пустыне и бадику, а это брунец. Выделяется своей кудрявой шевелюрой известный уже нам кермек, перекати-поле. Из животных в каратальских песках самые заметные – насекомые. Бронзовки золотистые, жук-нарывник, хрущи мраморный и белый, жук-плавунец.
Здесь впервые некоторые члены экспедиции столкнулись нос к носу с львом пустыни, представителем ядовитейших пауков – фалангой. Из пернатых часто встречаются серая славка, камышовка. Симпатичные утята чибиса тоже не спрятались от зоркого ока камеры. И все же, прощай, пустыни, впереди нас ждут хрустальные замки.